такой, да? Хороший? Да. Такой, ребята. Отличный. Ребят, доброе утро. Время 5 утра. Разбудил карпок. Такой хороший, на 3, наверное. Сигнализатор запищал. Ну и свои начал проверять. А наутилуса поводка нет, оторванный. Видать, ночью опять паровоз был. Я не услышал. Ходом пошел. Тю, оторвал. Блин, холодно. Парни в домике. Ну, Саныч подбежал. Я здесь в шатре спал. Такие дела. Начинается рыбалка. Утро начинается не с кофе, а с карпа. Конечно. Я чуть тебе говорил, что садится вот этот. Он красным, кстати, мигает, когда садится. А кроны новые? Блин, обычно крона, слышь, вообще на год хватает. Это же как аккумулятор, блин. Китайцы, короче, обманули. Да. Не спорим. Так, ну что, у нас все, братва, в сборе. Потихоньку раскачиваемся, 7 утра. Начало 8, наверное, уже. Сегодня холодно было. Как-то вот ночью прям холодно-холодно. Ребята в домике, говорит, замерзали. Что, налаживаем палочки. Сейчас 2 поклевки. Холостые. Тянет, блин, и что-то мимо все. Саныч поймал одного. Он пересел, кстати, с отсюда туда. 1 сход. А у Паши получается вообще обрыв. Сигнализатор сел, и поклевку не услышали, получается, и тянул, оторвал, короче. Вот. Ну что, начинаем рыбалку, ребят, что? Сейчас кофейку, чайку. Карпок он вроде поклевывает, надо пару хвостов достать. Уже брать не будем, возможно, будем отпускать. Не знаю, если Саныч домой повезет, то повезет, потому что, ну, уже куда его столько. Покушали, Паша там парочку повезет домой свеженького. Ну, а я-то не довезу точно.
Такие дела. Домики, ребят, прохладненько. Ну, спасает, ребята, электричество. Опять ставлю банки. Одну заряжаем. Пустые. Как бы зато в плане этого, ну, хоть снимать. Заряжаем баночки. Так, где тут у нас этот? Да. Кстати, спрашивали постоянно, что за пауэрбанки. От Ромаса, ребята. У меня и большая станция портативная. Вот, это 20-ка, 30-ки. Вот. У братульца тоже еще есть. Вот. Тоже Ромас, ребята, 40-ка. Хорошие пауэрбанки, кстати. Полетел флэт. Что, далековато, братан, кидаешь? Да, я хотел поближе. Мы же поближе стали уже кидать. Ну, ничего страшного. Переставлю. Ну, сигнализатор вещь, конечно, братан. Ну да. А сколько этот? Дистанция вот этот пульт берет? Надо посчитать. Блин, мы в основном всегда рядом. Всегда же вот так ставим. Как? А вот читать я не читал. Он для карпа, я думаю, это вещь, понял? Вещь. Потому что бубенчик не слышно бывает. Он дернул в натяг и пошел. А здесь этот пищать будет. Один это вот надо следить за батарейкой. Вот как видишь, произошло, оторвал. Также у нас был тоже там, это тоже сел. Этот, ну он вчера темно уже было, вот он пищит, мигает красный. Вот, это начал все уже предупреждал. А я почему-то не поверил, потому что один сразу заморгал, а крона новая была. Любит карп такое дерьмо, ребята. И водичку с водоема. Сохнет, блин. Сегодня на желтый постоим. Вчера на красный стояли. Сегодня на желтый. Красный закончился. Отлично. Пойдем кормить. Рад, фрикцион. Опять два подряд, ребята. Тут обрыв у меня. Саныч тут движуху наводил. Ну, Пашки сейчас взял. Саныч, Брат, камеру включи. Саныч, включи. Давай ты включи, давай. Вот я подержу. Включай, ты там знаешь как включать. Хороший я прыг прям туда на бойлик розовый. Да, хороший. Ну как, ну не тузи. Может так кажется с утра. Нет, не давай ему уже зайти. Траву. Распудер хороший, значит. Опять, видишь, два подряд сразу, блин. Стань траву. Не, подожди, сейчас выведу. Саныч попер. Красавчик, Саныч. Сань, подожди, не пугай. Фига исполняет, да? Подожди, Санек, не пугай его. Ага. О, хороший, да? Такой пойдет. Есть. Хорошенький, да.
такого же могу. Вот утром такого же, братан, поймали. Ну это в районе 2, наверное, плюс-минус. Да. Потому что он такой. Да, Он горба... по этой, вот, по длине нет, а тут он такой массивный. горбатый, ну. Да, вот это, в чешуе они продолговатые, такие продвинутые, но они потолще. А это он такой, у него спина, ты глянь, блин, ебать его. Пойдет. Ага. Не? Нормально, смотри, засосал. Саныч, сколько думаешь? Ну, около двушки. Я даю кило 800. Санек. Надо рыбаки всегда снижать, Саныч, всегда. У страха глаза велики, говорят. Вот по щуке я, в принципе, угадываю, вот, а вот по таким, не знаю. Сейчас посмотрим. А слушай, не, надо 2200, наверное, даже, Паш. Ага. Пе- Дал сзади. Переобулся. Сань, стопор, катушка, стопор. Все, петля в петлю. Тут от петли Вот, привязываешь, стопор один. Я понял. Вот. Петля двойник делаешь. Нет, Вот петля так, там, вот. да, 2,5. Делаешь раз, два и Два. затягиваешь. А тут просто привязываешь колчик. Да. Сколько? Не делаешь петлю. 2400? Угу. Ну, 2400. Ох, чушка. Чушка такая. 2,435, ребят, 2,5, нормально. Есть первый. Ну, второй уже с утра. 2 схода, блин. Обрыв сейчас. Что-то не могу пока. Кукуруза крупная. И, видать, берет ее и как-то выплевывает, что ли. А кукуруза не обваливается и не просекает. Уже за краешек начал насаживать, чтобы жало побольше торчало. Или крючок покрупнее ставить надо. Такие дела. Ну ничего, нормально. Уже так, по лайту. А на завтрак, ребята, у нас вареная колбаска. Знаете, как в детстве это вкусная вот эта. Чайная. И чаечек. И рыбка вчерашняя. Блин, жирный, ребята, он вообще жирный. Прям ешь, ух. А уже есть поклевочка. Вот, есть пару водоемов, где вот такую погоду любят. Дождь, ветер, ветрище, волны клюет. Тишина, штиль, вообще бесполезно. Ну, знаешь, это повезло с тем, что это Ну не, поклевывает же, смотри. по прохладе. Есть рыба, да? Вон уже 3 поклевки на мои только. Хорошо даем. Утром вот такой же, да, попался. Да, где-то 2,5. И вот первый у нас, ребят, такой где-то. Ну там трешка, наверное, есть. И любит розовый цвет, брат. Да, и вот на розовый Как берет. крути, все розовое. Даже опарыши такие вот какие-то. Все розовый берет. Так что собирайтесь на такую рыбалку, ребят, ну, по наживке не скупитесь. Не, она, видишь, она кукуруза тоже на вкус берет, но мелочь долбит, тут ничего не нравится, сбивает, вот, ну, может мешать торговле. Так-то берет кукуруза. Но опять же с опарышем посадки желательно розовый. Да. Опять к этому возвращаемся. Нормально. Рыбки потаскали. Да еще потаскаем. Время у нас есть. Днем лишь поклевывает, ночью, да, ночью нет. Под утро. Под утро, да. Вот этот 5 ударил, блин. Да? Вот, ну вот они начинают с 5 где-то начинают, да. С 5 где-то и вот до часу, да, братан? До часу, до 2. Потом выключается. Потом такие редкие поклевки бывают. Ребят, тишина. Так, начиналось все классно. Уже сидим 1,5 часа, поклевок нету. Так, перезабрасываю раз в полчасика.
не клипсуемся, ребят. То бишь кидаем. Ну, примерно, да, в одну точку, но все равно. Туда кормушка, как бы кидаем пятнами вот этот пятак. Чтобы здесь пятно кормушечное осталось, здесь. И чтобы он ходил везде, этот карп, как бы. Он бродит сейчас везде, пылесосит, ищет. Как бы мы такой стратегии придерживаемся. Можно, конечно, и клипсоваться, но решили вот так. Туда, поближе, подальше. Потому что и на ближней бровке, вот, ну, как бровки, дистанции, вот, к вечеру выходил, сразу перебрасываешь ближе. И вот так как-то все и работаем. Ну, ветер поднялся. Страшный. А так, ребят, красота. Вот такая рыбалочка. Вот поставил и сидишь, да, вот можешь отдыхать. Много свободного времени. Еще вот когда у тебя сигнализаторы стоят, вот этот пульт. Можешь в карман его взять или там, не знаю, повесить его на шею, вот так. Занимайся своими делами. Запищало, побежал. Подсек, достал. Как бы так, классно. Редко поклевки, рыба хорошая. На фидер, допустим, надо сидеть все равно. А здесь вот так. Вот мешок есть, сразу положи. Слушай, хорошие чушки, да, так-то? Сейчас дай на видео. Снимите на видео, да. Нормальные такие поросятки, ну. Вот хороший поросенок. Вот прям по 2,5, по 3, вот по трюшке, вот они. Вот это 2,5, 2. Да, ты мне? На, бабу, мне полегче чистить. Важи. Что-то решила травы похавать. Захотелось прям. Хотя мясо, брат, полный холодильник. Мясо полный холодильник, не говори. Что, Саныч собрался уже? Все? Он подойдет сюда. Саныч домой погнал. Мы еще стоим, дежурим. $10 килограмм на человека, да, получается? Сутки. А если 2 по 5 взял, потом доплачиваешь, да, тут я так понимаю? Да. Угу. Или отпускаешь. Или отпускаешь. Все, я понял. 10 килограмм в сутки, ребят. Карпа можно здесь. Ну, не знаю, может каждый хозяин по-своему там как-то норму делает. Ну там потом доплата за кило там сколько-то Да. идет там, да. А так вот, можно рыбу забирать, пожалуйста. Что, я считаю, нормально. Как бы так, относительно для городского жителя это, ну, это нормально, ребята. Ну, понятно, что как бы вот. И не думайте, что приезжаешь на платник и начинаешь маслать там. Что там рыбачить там. Нет, ребят, здесь тоже рыбка, она рыбка. Тем более карп. Вот как-то вот так. Не знаю, что. Посмотрим. Ветер поднялся, что-то с утра еще похулиганил так. А вот время уже 11:30 и молчит. Обрыв был только вот и все. Приятного аппетита, как говорится. Вечером что-нибудь затушим, картошечку сделаем. Вот. Ну, ждем поклевок, ребят. Поймаем. Я сколько поеду. Давай, Саныч. Все, бабах. Раз знакомство. Доволен? Приезжай на первый лед. Побачив на Тамбовской земле. Познакомились. Приезжай на первый лед. Обязательно. На первый лед. Вот вас только не будут оставаться, а на первый лед обязательно приедем с Пашком. Так что давай. Прям, блядь, кровь из нос нахуй. Сяду похуй. Мне проще приехать, блядь. Да, конечно, вы с Пашком потянетесь. Да, я до Москвы там к Пашку Севу покатил. Тем более нам ничего с собой такого не везти. Конечно. Че? Давай, аккуратно. Давай. Приятно было. Все, давай. Сидеть. Ну если бы ты еще стаканчик накатывал, было бы еще Блин, приятно. Пашок, я, блядь, рад, что я не Да накатывал. я шучу. Ты знаешь меня, я вообще никуда не уехал. нахуй. Я тут вот лежал нахуй, на матрасе. Я бы даже улучки Даже нахуй, не доставал. не я собирал знаю. бы их нахуй. Не, достать я достал, я бы их не собирал бы нахуй. Давай, Саныч. Давай, так. Ты же меня знаешь. Ветрище, ребята, ужас какой разыгрался. Труба прям вообще. Блин, ну с утра вот поклевал, блин. И все слито практически. 2 карпа мы забрали. У меня 2 холостых у меня. Не подсек. Обрыв. И Саныч еще получается тоже. Я там был. Вот и все.
А время-то уже, ребята, дело прошлое. Сигнализаторы от ветра даже срабатывают. Время 12:30. Ну что, рыбку Саныч повез, все нормально. Рыба вся живая, довезет. Ему ехать здесь 2 часа. Плюс-минус 2,5. Вот. Нормально вообще. Хотя есть небольшая морозилочка. Вот, если поймаем парочку, Паша домой возьмет парочку. Проморозим их и до Москвы довезем. 7 часов ехать. Ну, плюс-минус. Мы ехали 7,5 часов сюда. 7:40. Ну, пробки, ремонты и всякое вот это, ребят. Плюс мы срезали по платнику, выиграли 1,5 часа. Так бы еще плюс 1,5 часа. Ну, короче, ехали бы 10. Ну, не знаю, ребят. Интересная рыбалка, да? Она не бывает одинаковой, знаете. Ну, вот у всех своя вот движуха, да, допустим. Но кто-то любит вот такой, Паша вот любит заниматься именно карпами. Вот. Возможно бы и я тоже занимался, но у нас их нету. Как бы. Ну, попробовал, ребят, для себя как-то тоже интересно. Охота попробовать, ну, как бы все, да, за свою жизнь. Пока есть возможность, надо пробовать, ребят. Пока сегодня есть возможность. Потому что завтра, может быть, и уже и не будет, блин. Так же и в рыбалке, ребят. Вот. Вроде вот она клюет, ага, сейчас надолбим. Помню, как-то на Печоре, когда мы были там с Андрюхой. Вот. Мы 10 дней жили, у нас рыба шла. Я в первый день, ребят, отпустил 11 щук. И щука 5 плюс, 7 плюс была. То есть я за всю жизнь столько рыбы не ловил, грубо говоря, вот таких экземпляров. Но мы все в забор. Кто смотрел вот эту экспедицию, ребят, посмотрите обязательно. 10 серий. Очень интересная, очень трофейная рыбалка. И мы все в забор тоже. Ну, потому что, ну, как ее сохранить? Вот многие писали тоже, ругаются, типа, вот, у себя не ловишь там, а тут поехал, отпускаешь такую рыбу. Ну, ребята, у нас 10 дней впереди. У нас нет ни холодильника, ничего такого. Солить? Ну да, ну, за 10 дней то, что ты находишься, там она у тебя отсолится. Плюс ехать. Ну, ребят, ну, это такое, это не рыба будет уже. Ее не пожарить уже, ничего. Ее, ну, вешать на балык только. Плюс тепло еще было. Вот мы последний день, говорю, ну, наловим. Ну и что, в конце, в последний день домой свежей рыбки надо подсолить, привезти, чтобы она еще более-менее какая-то солено-свежая была. И все. Тишина. Контейнер окуней мы набили с Андрюхой 40 литров. Ну, окуни хорошие, 500 грамм. Как бы это забиваешь, что там 2 окуня килограмм, грубо говоря. Там контейнер мы забили. Окуня мы нашли. А вот щука никак. Ну, вот у меня на 7800 попалась. Я ее на филе как бы открыл, книжку сделал, хвост, голову, выброс. И все. Вот это моя щука, которую я привез домой. Так что вот так. Так же и в жизни, ребята. Сегодня вроде как бы, да, думаешь, ага, столько времени, ага, лето только началось, там, туда-сюда. А завтра бац, и ногу сломал, короче. И на все лето на больничный. Ну, я так образно говорю. Мы в этой локации одни, хотя вон какая-то машина едет. Ну, вечером, скорее всего, кто-то приедет. Вот так. Ну, не знаю, ребят, на любителя, конечно, в диких местах, конечно, намного лучше. Я имею в виду, ну, народу нету, да, сбоку там как бы. И то это водоем длинный. Паша говорит, бывают вот московские водоемы круглые. Ну, друг друга кормушки кидают, как бы летят. Вот такое дело. А так, ребят, пишите, кто занимается карпами. Вообще, в целом, я понимаю, что можно поймать и такую чушку. И здесь он есть. Хозяин нам говорил, что как бы, что можно здесь выхватить. И амур здесь есть, ловили. Ребята тут стояли, мы с ними разговаривали. Мы, говорит, сюда уже второй год ездим. Ловили на 8 амура. Вот. Блин, все от ветра ходуном, ребята. Так что такие дела. Ну, сегодня с Батульцом вдвоем, что. Завтра до обеда мы стоим и будем сворачиваться.
поезд, ребят, домой уже послезавтра у меня. Девки гуляют, все шикарно. Так что здесь, ну, здесь вдвойне приятнее, что я занимаюсь своими любимыми делами. И девчонки у меня тоже отдыхают, приехали. Хоть, ну, вот как-то так. В последнее время очень тяжело нам вместе выбраться. Дочка сейчас повзрослела, ну, кружки начала ходить. Как бы особо нету в деревне, но все равно там она на 2 кружка ходит, как бы. Ну, вот. У супруги тоже график там поменялся. Ну, в общем, у нас вот так что-то все поменялось. Когда мы вместе работали с ней, вместе, то да, мы находили себе время. А сейчас вот как-то вот так. Ну ничего, лето начинается, ребят. Я звонил на родину парням. Вода, говорит, большая. Только-только открываются пляжики, в общем. Там еще можно смело рыбачить на Лима, ребят. Приедем еще по Налиму походим, наверное. Такие дела. Есть же фильм «Женщина» же у нас тоже летала. Нет, ну это летали там, может, с подготовкой, с каким-то еще чем-то. Это фильм сняли, я не помню, как он. Я недавно посмотрел крутой фильм, вот он там снимался, ну, в главных ролях. А типа фильм был сделан так, что там в космосе в этой, ну, в нашем корабле там поранился человек, и опустить его не смогли, он помер. Ему надо было там операцию делать в невесомости, понял? Вот, и вот потом поехал вот этот медик, полетел, женщина вот эта, я тебе за нее говорю. Ну вот первый фильм наш сняли вот в космосе, реально в космосе. Нет, вот я за нее слышал, за эту, которую она полетела делать. Этот ударился там, да, спасти его никак. В невесомости делала, все летает. Ребят, добрый вечер. Ну, для вас как бы одно мгновение, а для нас уже, ребят, время 7 часов вечера. Нифига он сегодня не клювал, как обрезал. Ветрище, конечно, но сейчас вроде как успокаивается, но все же. Не знаю, с чем связано, может из-за ветра вот именно, ну, вообще никак. Вот утром поклювал с утра, и вот все мы ждали до 2, до 3. Паша пошел уже полежать. Я еще час-полтора просидел, ну нифига. Я пошел полежал, в общем, в домик, ребята. Часик так повалялся, немножко даже покемарил, так немного. Нифига, короче. Сейчас перезакинули. Как висело, так и висит.
Да, что-то ему сегодня не нравится. Ну, может, вечером выйдет, ребят, не знаю, вот, по сумеркам. А так с утра, только с утра. Активно выходит с утра прям. Братулец пошел помыться, взял он летний душ с собой. Набирали воду и на солнце ее грели. А я, ребят, в пруду. Я нафиг там душ этот. В пруд залез, ополоснулся. Ну, потеешь все равно. Как бы мне этого достаточно. Так что, ну и что, будем ужин готовить, ребят. Надо покушать. Сегодня с утра так что-то чайковским побаловались. Паша что-то колбаску, я лапшу заваривал. Ну, в общем, так, что-то ничего особо не ели. Надо приготовить горячего, покушать. Картошечку сделаем, у нас тушенка своя есть. Баночку забацаем. И будет по красоте. Такие дела. Ну, не знаю, ребят, ждем что. Снимать нечего. Сидим что. Так что-то и в телефонах там, и кино тут включали. В общем, через часа полтора-два, ребят, темнеть уже будет. Надо приготовить ужин, приготовиться к вечеру. Может, выйдет, посмотрим. Ждем. Тушеночка домашняя, ребята, Паша сам делает. Подогнал я ему автоклав на день рождения. Так и не заводил. До сих пор делает по старинке, блин. Братан, когда начнешь? А? Обещаю, вот приедем. А так он... Ты как делаешь, братан, получается? Варишь в духовке? Нет, В кастрюле? 6 часов, говоришь? Вот в автоклаве, братан, 50 минут. Блин. Потом сделаем. Сейчас такую, знаете, ребят, тушеную сделаем, чтобы как мягенькую. Как пюрешечку такую замутим. Мягкую. Есть охота что-то. Тракторист приехал, кстати, косят. Главное, что он у нас не косит. Да-да. Я думал, триммером работают. Не, трактор назвал. Вот этот шум. Трактор, ребят, нанял. Это он не нанял, это его трактор. А, да? Он там стоял. А, даже свой трактор присутствует. А практически у всех, братан, есть своя техника, кто таким занимается. Ну да, что. Обкашивать надо. Наконец-то первый, ребята. Что-то уже решил спиннинг покидать. Обезделие. Ветер успокоился, брат, и пошел, да? Ветерочек успокоился и погнало дело. Ну, по красоте. Хороший? Да? Сказал, что да. Немножко захвост не зацепил. Багранул, думаешь? Смотри, куда прет. Ты мою камеру включил? Нет? Да куда ты меня придешь? Смотри вообще, что делает. Ой, красота. Ох, хороший, походу, братик. Походу, хороший. Что-то пока не видел. Ну да, душечка-то есть. Ох, пузырит, какой активный ты. Смотри, на кислороде. На волнах-то что. Угу. Первый братик за целый день сегодня у нас, ребят. Хороший, смотри, какой кабанчик. Вот опять, ребята, розовый у нас бойл. Только хотел это пойти переброситься. Прям пик. И сработало. Палочка одна. Розовый опять, братик. Смотри. Розовый рулит, да? Да, четко, Очень смотри. маленький стал. Просек хорошо его. Четко. За щеку. 2 килограмма больше. 2200, 2300. Можно взвесить даже. У нас тут и картошка варится. И вот пошел. Вот только начал ветер. Прям, блин, не знаю, ребят. Половим, может, еще, а? С утра, ребята, время 8 час. Первый. Офигеть. Класс.
недалеко. Попробуем. 5 минут и готово, да? Да что такое, мазь пошла. Рано? Только закинули, брат. Братва, сразу поклевка. Охренеть, блин. О, пошла возня. Все-таки начал жрать. Поспешили, да? Чуть-чуть подождать надо было. На флэт. Пробовал. Флэт. Тык-тык-тык-тык. Блин, а. Давай перекидывай, братан, походу жара начинается. Пришли, красавчики, на ужин. И мы на ужин, и они на ужин. Нам бы штучки 3 поймать, Пашка в Москву пойдет. И нам больше-то и не надо. Завтра уже крайний день. Ребят, тема. Под ужин, ребят, сам Бог велел. Ой, что у нас тут только нету, блин. Ё-моё. Всякого вообще. Еды, блин. Хватит. Хватит столько, ребята. Колбаска, помидорцы, помидорчики, сало, тушенка, огурчики, шашлык еще, блин, есть. С огурцами нормально будет. Шоколадки к чаю. Живем, блин. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. И не только. У нас шикарная, ребят, картошечка такая тушеная. Я обожаю такую. Вот. Хлеба, правда, нет, он закончился. Ну ничего. Есть хлебцы, есть там лаваш уже засохший, погрызем нормально. Ну и огурчиков, овощи. Ну и 5 капель. Сам Бог велел. Бог, говорит, велел, терпел и нам велел. Как учили, ребята. Как учили, так и делаем. У братулец так не будет, завтра уже за руль. А мне можно. Ты в отпуске? Я в отпуске, отдыхаем. Такие дела. Настроение поднялось, вот 2 поклевки подряд. Блин, как-то вот у них частенько так бывает. Ну вот у нас за рыбалку уже так было. Не раз причем. И сразу настроение поднялось. Рыбка есть, уже радуется. Целый день не клювало просто. Вот так вот. Не могу и без майонеза. Все готов есть. Ну вредно, конечно, да. Ну что потом уже делать? Я не ем его вообще. И правильно. Ни с чем. Я люблю вот майонез. Хотя тоже, да, майонез типа вредно, это вредно. Хотя вот если разобраться, майонез как делается? В курсе? Масло И что еще? и то. Ну вот. В принципе так-то было, если разобраться. Ну вредный смысл. Жирно. А так вот. И уже можно самому сделать 3 секунды же, да? Так, естественно. Давай, братан, за рыбалку. Давай. За четкое времяпровождение. Ну, у нас получилось уже. Да. В принципе. Вообще. Ну, ради чего ехали, то мы уже получили. Кайфово. Вообще. Ну, холодненькая. Сейчас вода там замерзла. Ага. Смотри, если вода замерзнет, то карпа можно заморозить. Мороз домой привезешь. Это видно. Вечереет. Шторы закрываются. Да, братан? Хоп. Опа. И все. Сейчас убавим. И будет тепло у нас. И светло. А, светло уже поставили.
От комаров, кстати, ребят, вот от мошки. Вот такая вещь. Пластиночку ставим и просто в поwerbank. Классная вещь. Мне братулец тоже подогнал. Я в прошлом году уже тестировал. На улице не будет работать, а вот в закрытом помещении, в палатке, вот работает. Берите на заметку, на ВБ, они копеечки стоят. Вещь огонь вообще. Тишина, ребята. Тишина. Пашка уже отдыхает. Я тоже пойду. 2 поклевки вечером и все. С 5 будем рыбачить. Пораньше ляжем, чтобы пораньше встать. Так как уже вот какую рыбалку, какую ночь показывает, что вот с 5 выходит, вот утром он еще поклевывает. Будем отдыхать, ребята. Погода класс, тепло. Пойдем в домик. Сегодня в домике. Саныч уехал. Я в шатре не буду спать. Пойду в дом. На кровать. А мне меня потом подтянул. Лес гуляет. Небольшой поход здесь. Да. Физик. Маленький, бля, о чем там собрал? Это еще что? Моя плетенка, бля. Да? Это вообще мой туз, блин. Да ладно. Да, не твой, бля. Я резко ничего не знал. А как он попал через эти две? Вон, наверное. Вон ты. Какой тут? Тут моя плетенка. Моя кукуруза. Моя леска. Это ровно сегодня там. Леску все вымотал, наверное. Непонятно, тут что. А, у меня же фрикцион расслабленный. У меня же фрикцион расслабленный, точно, бля. Вон твой. Первый утренний, ребята. Напутал все нам нахрен. Фрикциона я расслабил, забыл затянуть. Небольшой. Иди давай, бродяга. Иди домой. Делов только нам наделал тут, блин. 5 утра. Без опарика и одну уберем, наверное. Крючок маленький. Крючок маленький, уберем одну. Вот так вот. Поехали. Что, сидит в траве? А? В траве сидит. В траве сидит, не уходит. Да он устал, братан, сил нету у него. Он сколько тут ползал? Тиг. Ну все, зарядили. Вторая на подмогу. А он тоже, слышь, нет, не пальцем деланный. Клювом машет, знаешь как? Я тебе говорю, он что-то разорить гнездо хочет. А это, наверное, папа снял. Такую.
Ну у него клюв капитальный, брат. Доброго утра. Как по расписанию, ребята. 5 утра будильничек у нас звенит. Только не на телефоне, а на станции, на вот этом, на сигнализаторах. Запутал у меня тут небольшой карпек. Ну ничего, перевязались. Фрикцион я расслаблял, потому что рвало у меня. А в ночь, ну, в принципе, этого-то и не нужно было, чтобы куда-то уезжал там. Ну хорошо, тут малой кровью обошлись. Всего лишь 2 удочки спутал. Мог бы тут все напутать. Не знаю, вот время, ребят, самое такое крутое, как мы подвели. Что вот именно с 5 вот утро клюет. Вот попробуем отловиться. Ну и сегодня у нас крайний день. Сегодня будем домой выезжать вечером. Посмотрим там, как получится. Сегодня днем, вечером. Не знаю. Вот. Так что утренний чаечек. Погнали. Надо поймать. Вот и отпустили небольшой. Такие дела. Да. Чай не дал попить, блин. Чай, говорю, не дал попить. Да, небольшой. Тузик, тузик, тузик. Тузики проголодались, да? Блин, засекся хорошо. Не ушел бы. Блин, а? Не могу достать крючок. Сбоку. Вот он сбрался. Проголодались, тузики. Вот такой, ребят. Оп. Давай, брат, иди отдыхай. Второй еще запутал. Сейчас мы его туда. О. На рыбалке вечерний ужин превращается в утренний завтрак, да, брат? Да. Ничего не пропадает, картошечка, остаток вчера немножко не доели. Будем кушать. Добьем. Потому пропадать нельзя. Опять, ребята, 2
подряд. И все, пауза. Не знаю. Все по стандарту. Все по стандарту. И как будильник. Да, в 5 утра. Ну нет, должны еще, скорее всего, покрывать. Ну, не точно. В 10 утра, ребята, не клюет. Один день поклювало, да, Паша правильно говорит. Сколько мы, братан, там штук 20, да? Штук 20, Да. 15 там, что-то общее там, да, где-то поймали. Ну вот, ветер и все, и вот прям как обрезал. Ну сколько, Санек увез 20 килограмм, плюс бабуля завез еще где-то 4, и Да. мы съели 2 где-то. И утром 3, да? Вот в общем, Да. килограмм 30 в общем. Килограмм 30 ребятки поймали карпа. Ну, решили собираться, не ждать там прям в упор время, потихоньку. Палки стоят, а так все помыть надо, красиво сложить. Это, ну, такой процесс, знаете. Все аккуратненько сейчас ложим, запакуемся. И уже время, смотришь, уже и подтянется. Классно провели время. Даже выезжать неохота, если честно. Прям тут так прилиплю, прям капитально. Ну, всегда что-то заканчивается. И рыбалка наша тоже. Будем собираться.
Так, ребят, ну что, все, собрались мы. Как-то вот так. Вот такая рыбалочка. У нас еще дальняя дорога до дому. Сегодня где-то будем ночевать в гостинице по дороге с Пашей. Короче, еще не прощаемся. Спасибо, прудик. Отлично отловились. Все было круто. Не поймали мы своего тузика. Точнее, тузика поймали. Как Паша называет их. Ну, мне все понравилось. Вот наша беседка, где мы первую ночь ночевали. Здесь мы щук поймали. Будет возможность, ребят, еще приедем. Далеко, конечно, но того стоит. конечно. Так что все, выезжаем. Сегодня пораньше. Ну, собрались, как положено. Без 15-12 мы уже все загружены. Выезжаем. Ребята, 7 часов и мы в Москве. Тяжко, очень тяжко. МКАД стоит, вообще труба. Что, у нас есть время, ребята? Короче, на кафешку. Тут в лесочке кафешка. Сейчас девчонки подойдут. Ну и мы сразу ходом, прямо на машине сюда залетели. В общем, проведем сегодня такой вечерок совместный. Думали, не получится, но все-таки получилось. Завтра поезд, 12 часов, так что сегодня немножко пообщаемся, посидим. Отлично. Фух, устал очень, ребят, с дороги вообще, не знаю, как Паша, я очень сильно устал. Ну все, друзья, заканчивается очередная история. Поставил очередную галочку поездки на карпа, на карпиную ловлю. И хотел немножко подытожить. Многие, конечно, думают, что платная рыбалка это халявная рыбалка, так скажем. И многие думают, что приезжая на платник, будет клевать каждый заброс. Ребят, нет, поверьте, это не так. Рыба не может клевать каждый день, питаться. Всегда есть свои факторы, погода, природа, ребят. И, соответственно, здесь так же, как и практически на диком водоеме, производится рыбалка. Мне очень круто понравилось, я рад, что приехал к Братульцу, а именно семейный выезд, ребята, потому что мы поехали всей семьей, девчонки провели круто время, ну и, соответственно, мы с Братульцом четко провели время на пруду. Мне очень понравилось. Познакомился с Санычем. Саныч, скорее всего, не последний раз, ребята, будет в кадрах, так как у нас запланирована рыбалка именно на первый лед зимой. Я очень буду рад видеть его в гостях у себя. Ну и у нас с Братульцом уже закинуты удочки на очередные поездки, ребят, так что все впереди. Я желаю всем удачи, всем желаю, ребята, встречаться, дружить, иметь таких друзей, как Братулец, потому что Пашка для меня это не последний человек сейчас в данный момент в моей жизни. Желаю всем крепкого здоровья, ребят, не болейте, выезжайте на рыбалку с семьей, с друзьями. Уважайте друг друга, цените природу, и все будет четко. Быть добру, ребят, на связи. Ну, а у нас впереди очередная история, так что увидимся на канале. Всем пока.